Восхищаться собором Парижской Богоматери пока можно лишь читая строки из одноименного романа Виктора Гюго. В произведении это не просто место действия, главный герой, которого в те далекие годы собирались снести или модернизировать. Но случилось страшное гораздо позже, и слова автора кажутся пророческими. На челе этого патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. Время слепо, а человек невежествен. В библиотеке уверены, книгу будут брать чаще. Вспомнят читатели и немало других произведений. Он, конечно же, породил так много прекрасных произведений, как в музыке, в балете. Мы знаем, все наши современники, конечно, знают оперу «Нотр-Дам-де-Пари», которую исполняют и французы, и наши русские исполнители. Мы знаем о том, что великолепное стихотворение есть у Осипа Мандельштама, который проникновенно так рассказал о соборе, о чувствах, которые вызывает в нем. С самого утра в холле библиотеки всех читателей встречает мини-выставка «Утраченные сокровища». В экспозиции художественная литература и издания о культуре. Все о великом памятнике. Так сотрудники «Юношки» выражают причастность к трагедии мирового масштаба. Не остались равнодушными и артисты ансамбля «Асья Кыа». Этот коллектив во Франции знают и любят, выступали там не раз. И не раз видели кафедральный храм. Каждый раз вот мы туда отправлялись. Мы были там в 96-м году, 99-м, 2002-м, 2000-м, наверное, 2005-м, 2012-м. Каждый раз, когда мы бывали в Париже, обязательно, ну хотя бы кто-нибудь из артистов обязательно отправлялся туда, но большинство. В пожарной службе Парижа заявили, что тушение здания с воздуха могло привести к его обрушению. Возможно, поэтому многие сначала посчитали новость фейковой. Не верилось, что так легко потерять великую ценность. Когда не предпринимали никаких мер, я был в шоковом состоянии от того, что причина того, что не повредить водой кровлю и вообще, то есть не кровлю, а вообще весь верх. Ну, зато огонь съел, как говорится. Но это смешно. Это не какой-то многоэтажный дом загорелся, да? Это достояние всего католического мира. То есть оно было построено еще тогда, когда ничего такого глобального не строилось. А сыктывкарец Петр Цембер был в Нотр-Дам меньше года назад, когда путешествовал по Европе с семьей. Теперь жалеет, что не увидел всю красоту. Мы были внизу, в самом соборе, но некоторые туристы, люди поднимаются под колокольню. И я думаю, что, к сожалению, нам больше не удастся реализовать эту мечту. Российский Минкульт уже предложил организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора. К нему присоединятся музеи и неравнодушные граждане. Сгорело ведь достояние не только Франции и всего человечества. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.